Все украинцы теперь должны пройти военную подготовку. Пашинян шокировал Путина, а Польша сменит флаг. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта самые важные и интересные новости. Россия теряет контроль за боевыми действиями. Какие козыри остались у Кремля? Роберт Фицо договорился пустить газ из России по воздуху. Жесткий ответ Трампу от президента Мексики. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Армения наносит еще один удар по Кремлю. Правительство поддержало идею о вступлении в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, это первый шаг, за которым будет референдум и прорабатывание дорожной карты с ЕС. Это не означает членство Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума. Но мы также должны отметить, что перед референдумом мы должны предпринять определенные действия. Этот шаг — очередной явный сигнал о смене курса, даже жирная точка в этом сигнале. Россия теряет контроль над своим традиционным союзником. Пашинян говорит, что настолько приближенной к ЕС будет Армения, насколько в ЕС сочтут данный процесс возможным. После пассивности Москвы в Нагорном Карабахе Ереван все громче смотрит на Запад, ставя под угрозу влияние Кремля в регионе. Новая геополитическая реальность уже близко. Россия теряет контроль еще над одним процессом, над войной в Украине. Заявление министра обороны США Ллойда Остина прозвучало во время встречи в Рамштайне. По его словам, Москве будет крайне сложно удерживать то, что она называет достижениями, а по факту разрушенными городами и оккупацией. Существует мнение, что Россия имеет здесь преимущество и имеет все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем. Сам Ллойд Остин фактически вступает в последнюю десятидневку своего пребывания на посту. Вряд ли он останется на нем после инаугурации Трампа. Что тогда означают эти заявления? Правда перед увольнением или приукрашивание действительности? Спросили об этом у политтехнолога Ярослава Макетры. Много прогнозов экономических, что в России там мало не коллапс будет, что будет очень много проблем. И эта проблема не отражается на том, что сложно, все сложнее там и военную технику готовить и так далее. То есть Россия теряет и военно, экономически. И вот это, на почве этого и такие выводы. И здесь, как бы я сказал, очень интересно, учитывая его слова и учитывая то, что говорит Кит Келлогг, представитель будущий Трампа по урегулированию войны между Украиной и Россией, говорит о том, что на протяжении 100 дней могут быть достигнуты какие-то договоренности, и будем над этим работать. И вот здесь получается, если действительно за месяц-два Россия так ослабнет, эти слова звучат немного по-другому. Не просто 100 дней, а что будет через 100 дней с Россией и с Украиной. Очевидно, что в той стадии, в которой мы находимся сейчас, сложно Украине, будет очень сложно, даже при поддержке Запада. Все украинцы пройдут войсковую подготовку. Парламент принял соответствующий законопроект, который предусматривает изменения, которые якобы упрощают процедуру военного учета и делают ее более гибкой. Вот основные нововведения. Мужчины в возрасте 18-25 лет могут выбрать удобный год для ее прохождения, но не позже достижения 24 лет. 18-летние юноши за границей теперь могут встать на военный учет без возвращения в Украину. Ранее для выполнения этой процедуры нужно было возвращаться на родину, что создавало серьезные трудности для тех, кто живет или учится за границей. Женщины могут проходить базовую военную подготовку только добровольно. Ранее рассматривалась возможность автоматической постановки женщин на военный учет после прохождения базовой военной подготовки, но это вызвало огромный общественный резонанс, и теперь постановка на учет, как и мобилизация женщин, не будет обязательной. Министр нового Министерства единения Украины даже заявил, что забронированным мужчинам, которые находятся за границей, тоже может найтись работа в Украине. Вот такие нововведения. Что думаете? Пишите в комментариях. Что думаете об этом новом и действительно ли это поможет каким-то образом Украине в обороне?
500 000 мужчин призывного возраста в розыске в Украине. Такую цифру насчитали с начала широкомасштабного наступления России. Такое количество заявлений сделали представители ТЦК, но вот искать будут совсем не они. Розшуком цих громадян ТЦК не займається, ним займається Національна поліція. Знову ж таки, для Національної поліції це не є єдиним обов'язком. І розшукати таку кількість людей тими засобами обмеженими, які у них є, це теж доволі складно. Роберт Фицо договорился с Путиным, договорился о поставках газа в страну во время своей поездки в Москву в прошлом месяце. Ездил он именно для этого, говорит сам. Фицо обвинил Киев в нанесении экономического ущерба Словакии и оценил потери страны в 500 миллионов евро из-за прекращения транзита и в 1 миллиард евро из-за роста цен на газ. Он также пригрозил сократить поставки электроэнергии в Украину и уменьшить помощь украинским беженцам. Словакия сейчас получает газ через Венгрию, которая подключена к турецкому потоку. Zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu. Прекращение транзита газа через Украину и нанесение ущерба национальным и финансовым интересам Словакии было причиной моей поездки в Москву. Мне нужно было обеспечить хотя бы газ для внутренних нужд Словакии, что мы и сделали, даже не увеличивая целевой объем газа. Фицо встречается с представителями Еврокомиссии для того, чтобы обсудить газовый кризис. Но вот вопрос, о чем он мог договориться с Москвой, о каких поставках газа, если он все равно должен идти будет через Украину. Спросили об этом мы политтехнолога Ярослава Макетру. Это тот визит, оно скорее более такое политическое подспорье непосредственно самому Путину, который демонстрирует тем самым, что вот ко мне приезжает один лидер европейского государства, член Европейского Союза и НАТО, на секундочку, другой лидер, а они меня по существу что-то просят, и мы что-то здесь решаем. Поэтому это демонстрация скорее влияния самого Путина, но в то же время это и демонстрация такое политическое обнуление для самого Фицо и Орбана, для тех жителей Венгрии, жителей Словакии, которые могли в этом чем-то искать такой венгерский прагматический, словацкий прагматический интерес в таких тесных контактах с Москвой. Я понимаю, что мнения есть разные, но та социология, которая непосредственно в Венгрии тоже демонстрирует рост Мадера, оппонента Орбана. То, что в Словакии протесты, там, понятно, они немногочисленные настолько, но все-таки тысячи людей выходят против Фицо и так далее. Но демонстрирует, что там понимают, если есть проблема и проблема в транзите, зачем ехать договариваться в Москву о том, что Москва не решает. Если Украина, есть Европейский Союз, надо здесь искать точки соприкосновения. Петиции – это терроризм и экстремизм, посчитали так в Беларуси и запретили платформу с петициями. Власти приняли решение о признании популярной платформы петиций «Змагарской клоакой» и включили ее в список экстремистских ресурсов. Это означает, что нахождение на сайте или использование его функционала теперь считается нарушением закона. Объясняется все просто и привычно. Обращаем внимание, что владельцем является беглый экстремист, который ведет свою деятельность из Польши, незаконно используя личные данные людей, и без их согласия данный персонаж систематически отправляет провокационные обращения в адрес государственных органов. Напоминаем, действия, связанные с экстремистскими материалами, даже если вы их такими не считаете, могут привести к серьезным последствиям, включая штрафы и даже уголовное преследование. Поэтому будьте осторожны, следите за развитием ситуации. В Мексике нашли, что ответить Трампу на его безумное предложение о переименовании Мексиканского залива, Мексики и всего континента. Президент Мексики на предложение Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский залив, она с улыбкой, указывая на карту мира, предложила назвать Северную Америку Мексиканской Америкой. Напомню, что в историческом документе 1814 года, который она, собственно, и презентовала, этот регион назывался именно так. Шутка президента Мексики прозвучала на фоне резонансных инициатив Трампа, включая планы купить Гренландию, взять под контроль Панамский канал и даже аннексировать Канаду. А может быть, это совсем и не шутка.
Очевидно, что Мексиканский залив признан ООН. Почему бы нам не назвать тогда континент Мексиканской Америкой? Это звучит мило, верно? Давайте назовем ее Мексиканской Америкой. Звучит красиво, правда? А Мексиканский залив? Ну, с 1607 года так называлось. И это также признано на международном уровне. Я полагаю, что вчера президент Трамп, при всем уважении к нему, полагаю, что ему сообщили, что в Мексике по-прежнему правят Филиппо Кальдерон и Гарсия Луна. Но нет, в Мексике правит народ. Идет ли речь о новом противостоянии? Война Мексики и США снова будет ли? Как думаете, можно скидывать мемы с вероятным названием материка, новой страны и так далее? Пишите свое мнение в комментариях, не забывайте. Польша может сменить свой флаг. Красный цвет предлагается отменить. В одной из петиций, которая легла на стол президента, предлагают заменить красный, точнее амарантовый цвет на кармазиновый. Автор петиции объясняет свою позицию тем, что нынешний оттенок красного на флаге близок к тем, что используются в Чехии, Индонезии и Монако, что, цитирую, вызывает трудности в однозначной идентификации польского флага. Конец цитаты. Речь идет о так называемых кармазинах, то есть шляхте с древнейшими родословными. Они носили красные одежды или элементы наряда именно кармазинового оттенка, или, как тогда говорили, малинового. Это было связано с высокими затратами, так как соответствующие красители стоили очень дорого и были доступны только более состоятельной шляхте. Именно отсюда появился один из наших национальных цветов. В конце 18-го, начало 19 века Франция изобрела синтетический красный краситель, который стал экспортироваться в Польшу. Но из-за реакции с местной жесткой водой вместо традиционного кармазина на польскую униформу и флаги попал амарант. Это случайный цветовой сдвиг, который привел к спорам, которые продолжаются до сих пор. Что считать истинным польским красным? Исторический кармазин или амарант, закрепившийся в 19 веке и зафиксированный законом? Как думаете вы, какой цвет лучше идет польскому флагу и всем остальным атрибутам этой страны? Пишите в комментарии. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.